Как поддерживаются в Очимчирском районе проекты, связанные с молодежью? На какие направления делаются акценты? Как вовлекаются молодые люди в проекты образовательного и патриотического характера? А также какие проблемы в сфере культуры испытывает район? Об этом пообщаемся с начальником отдела культуры Очимчирского района Амрой Булискерия. Речь также пойдет о том, как в Очимчире отпразднуют День Победы в Отечественной войне народа Абхазии и о проектах для молодежи, о главных вызовах, стоящих перед республикой. На сегодняшний день подведомственными организациями отдела культуры является, правда, в последнее время они претерпели значительное сокращение. Центральная библиотека Очимчирского района, где имеется клуб «Адзых» литературно считается, который работает с молодежью, можно сказать, потому что школьники Очимчирского района, которые имеют возможность прийти в библиотеку и любители литературы, они входят в этот клуб, у них бывают встречи или интересные тему они сами себе выбирают, обсуждают. То есть площадка такая у нас находится, можно сказать, в библиотеке. Одна. Также при отделе культуры имеется детская студия «Малышок». Школьники есть и немного детей, которые ходят в садик или в частный сектор где-то. То есть это 4, 5, 6, 7. Мы возраст ограничиваем. У нас еще вокальная студия отдельно при Малышке также имеется. Они там и хореографией занимаются. У них есть умелые руки, где они могут лепить, рисовать. То есть такой развлекательный досуг у них получается. И абхазский язык, где в игровой форме развивают тех, кто уже знает абхазский язык, и обучающая такая форма в игровой форме для тех, кто не особо может говорить на абхазском языке. Педагог также самостоятельно переводит те или иные сказки на абхазский язык, и на абхазском языке они уже нам демонстрируют свою работу, делают постановки на ту или иную сказку. У нас была «Красная шапочка», сейчас в разработке «Золушка» на абхазском языке, тоже очень интересно получается. При Доме культуры есть эстрадная студия уже еще отдельно. Получается, где-то от 8 до 16 лет задействованы. Народный ансамбль «Песни и танцы Эрцав», известный так в Абхазии, они еще и выезжают за пределы Абхазии. Там у нас, можно сказать, и молодежь, и состав есть хоровой, которые поют более 30 лет. Много молодых к ним подключились. Работа идет на высоком уровне. Они нас представляют везде. Художественным руководителем является народный артист Республики Абхазия Вианор Логуа. Можно сказать, весь Очимчирский район, мы ими гордимся очень и желаем им творческих успехов. Также у нас есть школа искусств, где фортепиано, сольфеджио, народная хореография, история хореографии ведется, художественное отделение, есть ансамбль народных инструментов. Также у нас раздельно идет народная хореография и классика. То есть основные направления. Из сельских домов у нас, получается, сохранились Джигерский дом культуры. На сегодняшний день 2 дома культуры функционируют и 1 Чуловский сельский дом культуры. В Чуловском сельском доме культуры у нас есть и эстрадная студия, хореографическая студия, театральная студия. То есть во всех этих студиях у нас вовлечена молодежь, школьники села вовлечены, и они занимаются там. Есть еще сейчас новое направление мы открыли, народное пение, хор. Работают там на селе педагоги? Да, есть конечно, это проблема педагоги вообще с кадрами? С кадрами у нас на данный момент проблема. У нас нету хореографа в селе Джвярда. Штат есть, а хореографа мы ищем пока. Надеемся, кто-то отзовется, всем предложили, потому что дети, желающих много попробовать себя, и которые немного умеют танцевать, и которые хотят научиться. А так как у нас 1 штат хореографа в селе Джигярда, на сегодняшний день он вакантный. Получается так, и нам нужен кадр. В Очимчирском районе очень много сел, и всего в 2 селах работают дома культуры. Почему такая ситуация? Как-то планируется что-то в этом плане сделать, исправить эту ситуацию? Видите, как все упирается в финансы. Даже те действующие дома культуры, они, можно сказать,
прямо вот в капитальном ремонте нуждаются. В селе Джгярда своими силами заменили сцену, но ни стульев, там, ни раздевалок, других смежных помещений нету нормальных. Все разрушено, можно сказать, и вот только зал целый. И пока функционирует он, мы как-то стараемся его сохранить, а остальные после войны домов культуры там функционировали, их закрыли из-за того, что нету капитального ремонта, они приходят в негодность. Чуловский дом культуры надо заменить крышу. Он постоянно протекает с одной стороны, что-то падает сверху. Окон нормальных нету, холодно зимой, но тем не менее они стараются, работают на сегодняшний день, что могут, то делают, можно сказать, из того, что есть. Вы назвали цифру, сколько домов культуры сельских работало после войны? На балансе стоят некоторые фундаменты, вот сейчас, которые не функционируют. Но Вислохопский дом культуры, он функционировал вот уже несколько лет назад, можно сказать, когда полностью сократили все штаты и закрыли его. Но, правда, там одна часть только вот входная сохранена. Здание полностью в капитальном ремонте нуждается. В Поквеше вот дом культуры сожжен. Тоже получается восстанавливать. Это полностью восстановительные работы и капитальный ремонт нужно провести. Так, чтобы было здание, которое прям можно слегка ремонт сделать и зайти, таких у нас нету. Вот поэтому скажите, вот как вы, как вы оцениваете вот необходимость вот таких объектов в селах, в районах? Ну, я поняла, конечно, необходимо, потому что элементарно вот хореография, если ее развивать, скажем, да, дети у нас, мы вот сейчас параллельно перехожу немного на другое, вроде бы нам обещали помещение для народного ансамбля песни и танцы «Эрцах». Пока смета готовится, если получится в будущем сделать, это будет большой репетиционный зал. Вот нету места, где бы можно было бы собрать и заниматься с детьми. А дети хотят. А у родителей сел нету возможности возить детей в Очимчиру и в Сухумом. И время, и сами знаете, когда человек живет в селе, у него параллельно еще хозяйство. Не каждый может себе позволить отправить ребенка или в Очимчиру, или в Сухум, там записать его в ту или иную студию. И, конечно, поэтому уровень культуры в наших школах страдает. И это получается, что дети не могут занять досуг, а талантливых детей много. Негде им реализовать себя. Конечно, в кружках, секциях это очень важно. Культуры, конечно, целостное развитие человека как-то, не знаю, для развития нашего народа, для будущего, для поколений, которые подрастают, нам надо немного поднять уровень культуры в первую очередь. Вот образование, культура, чтобы поставить достойную замену, нужно развивать их во всех направлениях. Если вот от сельских домов культуры сейчас как бы немножко абстрагироваться и поговорить в общем о том, что делается в Очимчирском районе в сфере молодежной политики, да, сейчас очень важно воспитание молодежи там и в духе патриотизма, и в духе общих человеческих ценностей, и абсуара важно, да. Есть какие-то вещи, проекты, в которые вовлечена молодежь, и какая-то там ее часть, какие направления реализуются в этом плане? В своей работе всегда как бы стараемся, когда даже концерты или что-то организовываем, мы вовлекаем молодежь. Они приходят со своими друзьями. Стараемся вовлечь большее количество. Просто, может быть, иногда возможностей нету это сделать. Нужно организовать и площадки, и дополнительные какие-то затраты сделать, а так в виде консультации или в виде донести информацию в тех же студиях у нас всегда в первую очередь обращается внимание на родной язык, на воспитание любви, не знаю, к родине. И стараемся не в официальной такой форме, а чтобы дети не ощущали такую нагрузку, это надо, а чтобы они незаметно для себя вливались в эту историю. Если вот в игровой форме, может быть, это для детей так в игровой форме, для старшего поколения объяснить, что это необходимо для нормального существования нашей республики, для развития нашей республики, для достойной смены поколений. То есть такая работа ведется. А так отдельных проектов, чтобы их где-то пропускать, таких у нас нету.
Ну, я сколько помню, что Ачимчирский район в каких-то вещах даже часто как бы в столице занимает какие-то там, какое-то яркое место, да? Да, творчески у нас талантливые люди и декларируют стихи в библиотеке, сами это пишут. Понятно. Я к тому, что вот, по-моему, Фаина Кондратьева, да, простите, что я вас перебиваю, реализовывали проект, вот связанный с фотографиями, да, конкурс такой был интересный, на всю Абхазию прогремел. Да. Что-то в этом роде сейчас делается? В таком формате сейчас у нас нет. Мы сейчас вот готовимся именно к Мукашта. У нас День Победы будет массовое мероприятие 29 сентября. Будут конно-спортивные мероприятия, будет концерт. С 10 утра до вечера будут мероприятия проходить. Вы могли бы подробнее рассказать, вот что конкретно увидит человек, который посетит это мероприятие? Какие у него там будут возможности? Предложение внес глава администрации нашего района, и финансово они очень поддержали нас, потому что сама территория немного в упадок пришла из-за того, что последние годы из-за карантина никакие мероприятия мы не проводили. Был общий общерайонный субботник, где все главы района и все сотрудники принимали участие. Главы сел, вся территория была очищена. Благодаря администрации Ачимчирского района многие восстановительные ремонтные работы были проведены. Железный каркас, там сцены весь сменен. Настил на сцене, ограды, все лавочки, все было покрашено, восстановлено. Вот к проведению праздника готовы. На очередном совещании вместе с отделом молодежи и спорта, с администрацией, с конниками мы составили программу, где она прямо торжественное открытие начинается с 10 часов. Будет поздравительный блок, звучит гимн, там поднятие флага, несколько номеров будут представлены и будут открыты игры. Там конный футбол, кидание дротиков, будут скачки за честь первого президента Владислава Григорьевича, второго президента и действующего президента, денежные призы. А также будет забег в честь погибших конников и всех погибших в Отечественной войне народа Абхазии. Будет жигитовка, там уже, как я поняла, все желающие будут принять участие. И конкурс, это в этом году мы впервые ввели. Дети желающие, там небольшие препятствия, чтобы они могли представить свое мастерство. И в перерыве, где в 2 блока будет выступать народный ансамбль песен «Сердцах» и эстрадный блок. То есть вот эта вся программа, она будет с утра до вечера проходить. И до 7 вечера, я думаю, займет время. А скажите, пожалуйста, с каким отделом отдел культуры сотрудничает наиболее тесно? И какие совместные проекты у вас есть? Какая совместная работа проводится? Последнее время, что мы проводим общерайонные мероприятия, не те мероприятия, которые у нас проводятся локально или в Доме культуры, или в отделе культуры, а общерайонные мы совместно проводим с руководством администрации непосредственно, мы все согласовываем с ними, отдел молодежи и спорта и новый отдел в этом году ввели, СМИ, там по туризму и связью с общественностью, и отдел образования, безусловно. Те отделы, которые совместно разрабатываем, обсуждаем, принимаем, утверждаем те или иные мероприятия. И получается такой тандем очень у нас хороший. Если видели День города, совместными усилиями у нас в этом году прошел на ура, можно сказать. Наверняка вы обсуждаете какие-то вещи, которые касаются сферы воспитания молодежи, молодежной политики. На что пытаетесь делать акценты, когда проводите то или иное мероприятие, организовываете тот или иной проект? То есть сейчас перед молодыми людьми, вообще перед нашим обществом очень много вызовов, да, потому что мы живем в таком изменчивом и довольно непредсказуемом мире. И в этой связи какие-то беседы, круглые столы, возможно, какие-то мероприятия творческого плана, типа пробы пера, что-то проводится в таком плане, чтобы люди,
молодые как бы не только себя реализовывали, но и одновременно как бы показывали, на что способны, какие у них мысли, и вот формировали сами себя как бы с вашей помощью. Ко мне вот недавно тоже обратились двое молодых ребят, которые сами пишут стихи, и, как я поняла, они готовят, пока сказали, подготовим проект и придем с этим, то есть хотят вечер поэзии для молодых поэтов, но официально пока не вытащил свои стихи. Есть же дети талантливые, которые пишут для себя. Они между собой как бы знакомы. Мы хотим организовать для них вот такой неформально творческий вечер, где бы они могли себя показать. Это вот пока то, что в разработке, можно сказать. Вот какие-то диалоги, круглые столы с молодежью организовываются? Как бы официально, чтобы было запланировано в месяц раз или два, мы проводим вот такой-то, такой-то стол, у нас такого нету. Вот в библиотеке стараемся к каждому мероприятию, юбилею, или же, как я уже сказала, задействовать вот этот наш литературный клуб, если дети желают побеседовать на ту или иную тему, чтобы они сами выбрали, скажем, день и может, как за круглым столом в неформальной обстановке провести. Но мы проводили ко Дню абхазского языка неофициальное мероприятие, а вот так решили за круглым столом собрать старшеклассников. Они там нам читали стихи, мы в непроизвольной форме сами тоже открывали там книги и читали стихи. В неформальной обстановке встреча и обсуждение там тех или иных стихов или абхазского языка, проблемы ее исчезновения, можно сказать. И вот в такой неформальной форме у нас проходит. А кто обычно инициирует такие вот диалоги, беседы, встречи с молодыми людьми? Мы сами как бы стараемся планировать, но часто бывает, что дети сами обращаются. Активные ребята в наш ансамбль у нас занимаются или в студию. Они вот говорят, а можно такое сделать? А потом мы думаем, как можно им предоставить площадку или что для них можно организовать, чтобы они могли воплотить свою идею в жизнь. Понятно. Мы говорили о Мукашта, да, это будет 29 сентября. А какие мероприятия как бы планируются непосредственно в сам День Победы? 30 сентября. На День Победы вот мы решили 30 не проводить мероприятия, а на 29 перенесли, но тем не менее совсем не отменить, потому что все у нас, получается, большая часть населения в Сухумах всегда отмечает 30 сентября, поэтому мы планируем с утра провести здесь возложение, непосредственно поздравить всех Победы, а затем вечером, наверное, будет праздничный салют. И в течение дня будут звучать на площади песни победы нашей Родины. А также мы хотим на сайте администрации Чемчирского района протранслировать. Мы снимали недавно клип в детской студии «Малышок» при отделе культуры. Апсенра силами учащихся студии приурочили ко Дню Победы. Сегодня как раз был дебют, можно сказать, на абхазском телевидении, и таким образом преподнести подарок ко Дню Победы нашему району. Скажите, а 30 числа молодежь наверняка как бы вслед за ветеранами не уедет в Сухум, но будет находиться в Очимчире. Вот для них, может быть, что-то будет организованное, какие-то встречи, может быть, с ветеранами, может быть, что-то в другом роде, сейчас я не могу предположить. Вот что у вас будет? Ну вот отдел по молодежной политике, если что-то отдельно делает, я не знаю, но вот мы, как наметили, как я вам уже сказала, проводим возложение, их поздравляем, администрация там готовит праздничный салют, у нас висят колонки на площади, мы целый день будем песни Победы, чтобы для них они могли отдыхать, спокойно отмечать праздник. А так отдельных мероприятий не намечено. Что касается планов, да, понятно, что ограничены в средствах финансовых и прочее, да, но тем не менее наверняка есть какое-то направление, которое будет вовлекать молодежь как бы и в дальнейшем, вот направление работы вашей. Могли бы вы рассказать, что у вас в планах? И вот я все пытаюсь вывести на то, что сейчас обстановка вокруг нашей страны не очень спокойно, и, наверное, с молодежью следует проводить какую-то там работу и разъяснительную, и встречаться с молодежью чаще, их настроение узнавать и так далее. А вот что-то такое планируется у вас в этом роде? Да, у нас вот
получается, на октябрь, ноябрь, вот у нас последний месяц мы не трогаем, обычно потом идет уже подготовка к Новому году. Мы хотим несколько, вот со старшеклассниками именно в библиотеке организовать встречи, тему обстановки, вот как вы сказали уже. Хотим пригласить людей, которые бы проводили бы беседу со старшеклассниками нашими, и чтобы они могли задавать или иные вопросы, которые их интересуют на сегодняшний день, развить более актуальные темы, выбрать 3-4 тем, чтобы в течение 2 месяцев любой желающий, там не имеет значения, он учится у нас, любой желающий, учащийся средней школы, может посетить, вот старшие классы в основном, эти лекции, как мастер-класс, можно сказать, беседа в такой форме. Площадка там у нас позволяет. Да, как-то ребят будут организовывать, в том плане, что кто-то привезет, увезет или все самостоятельно? Там из сел, например, если кто-то захочет приехать. Нам мы всегда вот навстречу идет насчет этого, спасибо большое, могу сказать, отдел образования, так как у нас своего служебного транспорта нету, и когда нам приходится переехать детей и старших, и младших, и судей, они всегда нам идут навстречу и выделяют автобус, несмотря на то, что даже вот сейчас школы начались и все заняты, они тем не менее находят возможность выделить нам транспорт. Поэтому в этом отношении я на них очень надеюсь. Они нас не подведут. Уже как-то вот темы этих встреч определяются? Какие, возможно, будут вопросы? Какие? Одна тема у нас вроде бы намечена. Абхазия вчера, сегодня и завтра. Она такая обширная, как вы понимаете. И вот мы хотим туда именно 10-11 классы. А кто будет там, с кем будут ребята встречаться, кто будет выступать? Мы пока предлагаем, 3 уже такое предложение внесли, нам утвердительного ответа не поступило еще, надеюсь, что они все заняты, сейчас времени нету, пока есть время ответить, еще 1-2. Мы пока подготовительную работу проводим, и надеюсь, что положительный ответ будет. Люди достойные, то есть общественные деятели, которые являются примером для нашего подрастающего поколения. Хотим, чтобы именно они проводили с ними беседу. Что-то еще, возможно, в планах, до Нового года мы не доберемся, наверное, это попозже, наверное, поговорим, но, тем не менее, наверняка что-то еще в планах у отдела культуры администрации Ачимчирского района, может быть, какие-то тоже совместные проекты с другими отделами. Сейчас совсем уже праздничных по плану у нас особо не намечено до Нового года. Мы будем уже, наверное, к Новому году готовиться. А так работу с молодежью и непосредственно внутреннюю работу будем проводить. Еще 27-го у нас в сентябре намечено, отмечаем праздник в сельском доме культуры Чуловском. Там у нас будет еще проходить мероприятие. Конечно же, это силами, опять-таки, школьников и учащихся Дома культуры, непосредственно Чуловского Дома культуры. Я бы хотела, чтобы вы какую-то в целом дали оценку того, как в культурном смысле развивается Ачимчирский район, плюсы, минусы, пожелания. Сложный вопрос, но на сегодняшний день, учитывая возможности, я могу сказать, что культура не стоит на месте, она развивается, нам есть что показать. Ансамбль у нас шикарный, на высоком культурном уровне он может представлять нашу республику. Дети, которые у нас поют в эстрадной студии, выпускница вы рассказывали, в начале. Это все у нас. Они занимают, сейчас действующие наши учащиеся тоже должны выехать в середине октября в Чечню на международный фестиваль. Я желаю им удачи и думаю, что призовые места будут. То есть в народном пении, не знаю, в театральной студии. Что нужно для развития? Я понимаю, констатация факта. Как и везде. Что можно сказать? Финансовая поддержка, она необходима. Без поддержки финансовой культуру достойно показать, выставить невозможно. А так кадры есть, желание есть, силы есть работать. Каждый в коллективе у нас знает работу. Каждый знает, чем заниматься и целенаправленно, ответственно подходит ко всему тому, что на него возложено. Спасибо вам большое за интервью. Удачи. Всего доброго. Вам спасибо большое. Всего доброго.
Как поддерживаются в Ачимчирском районе проекты, связанные с молодежью, на какие направления делаются акценты и как вовлекаются молодые люди в проекты образовательного и патриотического характера, мы пообщались с начальником отдела культуры Ачимчирского района Амры Булискерия. Главный четверг. Главы городов и районов республики